Итак, уважаемые дамы и господа, мы продолжаем нашу замечательную рубрику «Горите в аду вместе с нами» по улице Баумана, дом 9, кузница чая. Мы можем также вам предложить в нашем замечательном заведении, значит, нагайки, камчи нагайки. Ну, первая реакция, когда сторонний обыватель видит, да, то есть это море позитива. Море позитива, то есть огромное количество магазинов нынче открыты с таким вот, как плеточка. Плеточка, видимо, вот эта вот кисточка у плеточки вызывает какой-то бурю эмоций и так далее, да? Ну, позитивных, скорее всего. Рюшечки там вот эту, да, вот там, ну и так далее. На самом деле это как бы нагаечка. В данном случае она называется нагайка детская, то есть размер детский. Откуда название? Во-первых, это номер один у классных руководителей, да? Почему она детская? Размер соответствует третьекласснику, то есть по высоте, по пропорции, по размаху, то есть сила удара соответствует тому моменту, как задница этого ученика выдержит. Дело в том, что через задницу в голову информация доходит гораздо быстрее, да? И вот эта вот нагаечка как раз-таки рекомендована для таких моментов. Это ни в коем случае не пропаганда насилия какого-то, да, но факт остается фактом. То есть через задницу до головы доходит быстрее. То есть один хороший шлепок таким моментом сразу мотивирует человека на мозговую деятельность. Быстренько усвоить математику, геометрию, природоведение раньше называлось и так далее. То есть, ну и биологию в первую очередь. То есть, где находится твоя задница, никто никогда уже не забудет. Ну, при хорошем раскладе можно и как бы наглядный след оставить. Вот, отсюда название детское. Вообще, каждый ребенок должен ее носить у себя за сапогом. На самом-то деле, то есть, он ее заправил себе за сапог и, то есть, приучается к тому, что вот у него некий такой символ маленькой власти, да, над другими животными. То есть вот у него присутствует. Отсюда название детское. Животных у нас много. И в окружающем мире преподают это, да. То есть это воробьи, синички там, мухи тоже там и так далее можно отгонять. Ну, то есть очень необходимый предмет в хозяйстве. Далее есть более серьезные агрегаты. Состоят они из двух частей, да. То есть в данном случае это название у нас имеет нагайка донская, резная. То есть тут вот резной момент на рукоятке. Это бук. Делают также из дуба. Кожаное оплетение на самой ручке, да, темляк, очень удобен, чтобы зафиксировать. И очень плотное плетение из телячьей кожи. В конце мы имеем петельку, сюда можно вставлять утяжелитель, они бывают из бронзы, из латуни, с шипами и так далее. То есть это некое такое для самообороны можно использовать при хорошем размахе, при хорошем ударе, то есть любую тварь можно отогнать. Вот здесь, еще раз повторюсь, такая петелька специально, куда вставляется некий утяжелитель. То есть это может быть болт с перстня, да, там, ну, все что угодно. Какие-то там крутящие-вертящие моменты. Ну, и все мы с ним знакомы там из, по крайней мере, мое поколение, там, Джеки Чан, там, вот это все там, вот это вот. Да, как бы, вот, если рискуешь получить по затылку, то можно все это попрактиковать. Но на самом деле это используется, она как бы одна из уставных боевых, скажем так, при том, что ты все устал, все потерял, шашку образца 1881 года, там, 1927 у тебя нифига не осталось, и тут такой, такой, смотри, такой, у тебя вот такая, хоба, такая вот, оказывается, еще есть. И ты такой вспоминаешь, так, утяжелитель, сейчас подождите, все раз, такой утяжелитель достал, такой сюда, такой раз, прикрутил такой, прокрутил за 10 рублей кино, там, про Джеки Чан, там, все, у тебя, короче, вот есть это, и поехали. Вот. Ну, это лайт-вариант. Далее есть более простые нагаечки, есть более сложные. Вот есть такая, вот это вот прям номер один у наших женского пола дам, да, то есть он такой. Это никак в голову не придет, что это традиционный, да, инструмент, скажем так, дополнительный в бытовых действиях, наверное, у них больше ассоциируется. Но на самом деле тоже одна из уставных нагаек, камчак, то, как ее называют. Просто они видят все, кожа, короче. Да, тут вот эта штука, она называется тоже шлепок. Да, то есть можно так, раз так, и все, она такая, и все, и потаяла. Вот ей надо, не знать зачем, но какова история происхождения этого, она как бы особо не шарит. Она видит вот эти вот все вот эти вот, ну, гости наши, и ей сразу нравится. Хотя тут тоже есть петелька под утяжелитель, да, то есть это на самом деле как бы оружие дополнительного такого ношения и значения. Просто у нее вид такой, да, брутальный. Это все сплетается кожа, делается кожа, берется телячья кожа и
по кругу вырезается, 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 получается длинная такая вот лямочка. И вот с нее скрупулезно вот мастер вот это все это дело мастерит и делает. Вставляется кольцо из нержавеющей стали, да, тоже носится либо через пояс перекидывается сюда, ну, либо можно также заправить в сапог, в любой момент достать, то есть вот сапог. В данном случае у меня сапог, это берцы одного из наших поставщиков, войлочные, то есть войлок очень хорошо заходит в кожу, да, чувствуете, кожа выходит в войлок, войлок в кожу заходит, все это кожаное, ну, ништяк, раз достал и сразу это пошел в дело работать. Вот это номер один у наших дам, которым больше интересен внешний вид, нежели целая история. А нагайки, камчи были не только у донских казаков, они были у всего казачества, да, не только в Средней Азии используют камчи нагайки, у них, конечно, там используется козья ножка там и так далее, тоже как символ некой такой власти, скажем так, у мужиков. А также камча пропитывалась конским потом, да, в процессе использования, то есть прямое назначение, это, естественно, для коней, погонять лошадь и так далее. И ее традиционно вешали над изголовьем в доме, да, она считалась такой намоленной, то есть пропитанной солью конской. Конь — это самый близкий друг, ближе, чем жена там и так далее. То есть она считалась такой священной штукой. Вешалась над изголовьем и изгоняла злых духов. То есть огромное количество людей, которые с этими злыми духами общаются до сих пор, вот им нужно пропитать, короче, коня вот этой солью все и повесить дома, все будет ништяк от сглаза, от поноса, там, ну, вообще хорошо. Также, когда отец выдавал дочь замуж, он как символ отдавал камчу свою жениху, и жених при отце 3 раза символически бил ее и говорил, что первый и последний раз поднимает на нее руку. И жена сразу такая, опа, вся такая послушная, номер один наших продаж. И вот у нее такая ассоциация возникла. То есть со Средней Азии пошло и, видимо, передалось, ну, всем женщинам в мире. И они такие, о, номер один продаж, вот это оплетенной кожи, там они что-то видят там, и вот этот шлепок там, всем нравится, короче говоря. Но на самом деле, то есть это история. Есть дураки, огромное количество, да, есть всякие разные модификации. То есть все это диктуется неким, ну, бытом использования, смотря где чего как использовать. То есть их много, все это находится на нашей кузнице чая. Ну вот, что не могу не показать. Мой любимый экземплярчик. Один из. То есть это некая дурака, да, или волчат ее называют. Она уже с металлическим тросом, с утяжелителем на конце. Тут уже прям отгонять волков можно, да. Опять-таки злых духов и так далее. Все это тоже вполне себе рабочий инструмент. Имеет она здесь вот такой темлячок. Очень удобно все это надеть на руку, и уже она не слетит. Но это не номер один у дам. Это больше вот, если раньше возили биты, то сейчас вот нравится вот такую вот змеюку возить с собой рядом. Мой любимый вариант вот он. Годится на все случаи жизни. Очень удобный инструмент. Называется он нагайка донская простая. Она действительно простая. Это буковая рукоятка, оплетенная кожей. Металлический здесь стоит у нас колечко такое. И еще один шлепок. Сюда вкладывается пуля. Делается такой тормозок для того, чтобы ты не рассек кожу тому же коню. Да? Тоже можно использовать и в поучительных моментах и так далее. Ну и оберегаться. Ну и сама себе прикольная. То есть на стену она вешается вот таким вот образом. Темляком закрепляется и очень красиво висит. То есть висит рядом с теми шашками и саблями, которые собирал товарищ Буденный. Вот, не знаю там, как вот, это, вот с этим вот, но как бы вот она вот так вот висит. Ну и красиво сама по себе. Тоже все у нас в наличии всегда есть.